Внутри должно быть светло. Вот рецепт от тревожного состояния, говорит главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения Ингушетии Амур Мальсагов. Сейчас, когда мир стремительно развивается, поводов для тревожности намного больше. Например, избыток информации, которая нередко сбивает с толку. Обычный среднестатистический англичанин за всю жизнь получал столько информации, сколько мы за сутки получаем. Вот представьте, это влияет на психику. Психологическое здоровье – это не только отсутствие какого-то психического заболевания, но и такое состояние, при котором человек способен справляться с различными жизненными стрессами, позитивно мыслить, продуктивно и плодотворно работать. Чтобы держать свое душевное состояние в равновесии и покое, важно соблюдать ряд нехитрых правил. Прогулки, свежий воздух, общение, память укреплять свою надо. Питаться правильно, витамины курсами пить, какие-то болячки вовремя лечить. Когда маленький стресс какой-то ты пережил, сразу обратить внимание. Вот, допустим, в течение 2-3 недель, если у тебя вот после этого стресса настроение, ты не можешь его стабилизировать, это значит уже что-то не то. Надо что-то пропить, пойти к врачу, поговорить вовремя. У Евгения Мансурова напряженная работа. У него все расписано вплоть до декабря. Чтобы не перегореть от такого плотного графика, он посвящает свободное время любимым хобби. Провожу время с друзьями, занимаюсь спортом. Чтение книг очень хорошо отвлекает. Наверное, каждый человек находит какие-то свои подтверждения, какие-то свои, как сейчас там говорить модно, лайфхаки для того, чтобы выйти из этих ситуаций и как-то с этим бороться. Кто-то черпает свою энергию в позитивном общении, кто-то в прослушивании музыки, кто-то там в беге, кто как. Забота о психическом здоровье должна стать реальностью для людей во всем мире. 10 октября – день, в рамках которого напоминает о важности вопросов. Согласно ВОЗ, каждый 8-й человек на планете страдает от тревожных расстройств. В регионе же на сегодняшний день с различными психическими заболеваниями на учете стоят свыше 8 тысяч пациентов. Проблема проста. Люди не понимают, что душевное состояние важно так же, как и физическое. Оно позволяет поддерживать здоровую атмосферу в кругу близких людей. У каждого есть свои лайфхаки, как справляться со стрессом. Я пытаюсь как-то отвлечься, чем-то себя занять. Ну и, конечно же, в первую очередь для нас, для мусульман, это в первую очередь главное то, что мы доверяем Всевышнему. Опять-таки это молитва, какие-то аяты. Люди все преувеличивают насчет каких-то стрессовых ситуаций, там, панички, не панички. Это все в голове. То же самое насчет боли. Чувство тревоги, чрезмерное беспокойство, постоянные стрессы и переживания приводят к нарушению сна, ослаблению иммунной системы, могут стать причиной головной боли и других психосоматических заболеваний. Если справляться самому со своим психическим состоянием не получается, лучше обратиться к специалисту. Именно близкие люди должны в этом помочь. Первые симптомы тревожного состояния замечают они. Родственники видят, что человек изменился в поведении. Допустим, вот часто бывает, замкнулся, ни с кем не общается, был, допустим, общительный, стал замкнутый, был активный, стал пассивный, то есть ему не интересно, что вокруг происходит, перестал ухаживать за собой, как раньше, допустим, там, перестал аккуратно одеваться, в быт, вот замечать надо, присматриваться, как человек в быту себя ведет. На психоэмоциональное состояние людей в последние годы сильно влияет и современный темп жизни. Поэтому важно уделять время себе и своему психологическому здоровью, морально отдохнуть после тяжелых будней, провести время в кругу родных и близких, дарить себе положительные и яркие эмоции. Амина Зязикова, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.